Доброе утро, дорогая республика! Мы снова встречаем утро среды в Якутии на телеканале Якутия-24 НВК Саха. И с вами вновь я, Дарья Анкехова. И вот что мы сегодня вам покажем. Ученые выяснили, какая поза сна лучше всего для организма. Также люди чаще стали ставить себе диагнозы по запросам в интернете. Почему это происходит и какова статистика, узнаем чуть позже. Тему медицины сегодня мы продолжим в рубрике «Мой доктор» и поговорим о том, чем же вкусна клубника и кому она противопоказана. И традиционно первым гостем у нас в студии сегодня станут специалисты из Центра «Мои документы», и поговорим мы на такую интересную тему, как суперсервис рождения ребенка. Далее у нас будут обязательно советы полезные, например, как погасить ипотеку досрочно, и также полезные советы по садоводству. Ну, к примеру, что нельзя сажать с огурцами. Поэтому оставайтесь с нами обязательно в течение часа, и мы узнаем все самое интересное и полезное. И напоминаю вам о том, что у нас есть активный телеграм-канал, куда вы можете отправлять свои вопросы, свои пожелания, либо передавать приветы для своих близких. И мы обязательно озвучим их в прямом эфире нашей программы. Ну и, дорогие друзья, мы просим вас, конечно же, проснуться, зарядиться энергией и оставаться в ближайший час вместе с нами. Ну и, как всегда, интересно, какая же погода у нас за окном? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 12 градусов. В Заречной группе 10-16. В южных районах 8-9 градусов выше 0. В Вилюйской группе до +8. В Нижнеленских 9-11, в западных 5-8. В Колымендигирской группе улусов до 11 градусов тепла. В Янских районах 9-12, на северо-западе до +4. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке +13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до +23 градусов. Сегодня 7 июня, и, как всегда, у нас есть постоянная рубрика, в которой мы ежедневно стараемся узнать, какие же праздники отмечаются на календаре. 7 июня – Всемирный день безопасности пищевых продуктов, один из праздников ООН. 7 июня – день краудфандинга в России. Краудфандинг – это народное финансирование, когда люди добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, как правило, через интернет, для поддержки какого-либо проекта или организации, например, для создания фильма, помощи пострадавшим от стихийных бедствий и так далее. По народному календарю сон, увиденный в ночь с 6 на 7 июня, с большой вероятностью окажется вещим, но сбудется не скоро. 7 июня 1632 года в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал. Его строительство продолжалось более 20 лет. 7 июня 1872 года в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. Вагон по рельсовым путям тянула пара лошадей, управляемая кучером. Такой способ передвижения использовался до перевода железной дороги на паровую или электрическую тягу. 7 июня 1883 года в Москве освящен храм Христа Спасителя. В 1827 году в этот день в Италии создан футбольный клуб «Рома». Сейчас он выступает в элитной футбольной лиге серии А. 7 июня 1990 года патриархом московским и всея Руси избран Алексий II. 7 июня 1794 года родился Петр Чаадаев, русский философ и публицист. В этот день, в 1848 году, на свет появился Поль Гоген, французский живописец, скульптор-керамист и график. 7 июня 1933 года родился Аркадий Арканов, российский писатель-сатирик и драматург, народный артист РСФСР. В 1838 году, 7 июня, появился на свет Александр Дольский, советский и российский музыкант, бард, поэт, актер, заслуженный артист РСФСР. Именины в этот день празднуют Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор и Ферапонт.
Сегодня отмечается Всемирный день сказок. Именно в этот день мы хотим познакомить вас с интересным человеком, у которого очень интересное хобби. Плотник 5-го разряда энергосбыта Константин Соколов вот уже несколько лет пишет детские сказки. Интерес к этому литературному жанру у Константина появился еще в школе, а после армии он занялся писательством профессионально. Наша коллега Ирина Григорьева съездила к нему в гости и окунулась в мир добрых и волшебных сказок. Спасибо, Франция, за моду, за Диму благодарю, а нраву дух той и свобода, Дантеса одного корю. Знакомьтесь, это Константин Соколов, плотник по профессии, сказочник по призванию. В руках плотника труд, созданный годами. Это детские сказки. Впервые автор взялся за перо в 14 лет, а после армии занялся писательством профессионально. Признается, создание сказок посвящает русскому поэту Александру Пушкину, поэтическое наследие которого уже более 2 столетий волнует сердца потомков. 7 неудач подряд еще не признак постоянного провала. И пытался вот именно упорством. И первую сказку я 3 года же писал. Это же очень... Я даже не верил в это, просто пытался каждый раз садился и думал. Интерес к сказкам пришел постепенно. Когда было свободное время, отец семейства читал своим детям сказки. А свое первое произведение, сказку про Ивана Дурака и царевну, он написал 11 лет назад. В это время у дворца царь с царицей у крыльца ждали дочь свою царевну. К вечеру она с деревни, от гостей прибыть должна. У родителей одна, их волнением нет конца, шлют навстречу ей гонца. Ждут вестей они всю ночь, беспокоятся за дочь. Лишь под утро, наконец, прискакал назад конец. Перебит обоз в пути, а царевны не найти. Ищут войска в круг дозором, встретиться не могут с вором. По картине видно всей, это сделал злой Кощей. Сказки создаются по-разному, признается автор. Некоторые чистый экспромт, а некоторые тщательная подготовка. Самые лучшие и интересные сказки получаются, когда на подготовленную благодатную почву падают семена вдохновения, появляются первые ростки, и сказка начинает жить своей жизнью. Хороша стройна собой, своей дивной красотой, многие в граде покорила, но сама не полюбила, делу своему она всей душой была верна. В этой сказке я где-то год ушел вообще в другое место. Я думал, что я пишу красиво, гениально, талантливо, а потом спустя какое-то время я отложил, где-то месяца 2 отдохнул, взялся и понял, что я пишу не то. Светлана – жена сказочника, и муза, и жесткий критик. Добрым, а иногда и острым словом поддержит, иногда и подскажет. И в горе, и в радости Светлана, как и в сказках, всегда рядом с мужем, даже тогда, когда рукописи летят в корзину. Любить, во-первых, надо человека, чем он занимается, любить его дело, помогать ему, где-то критиковать можно себе позволить. Сказки пробивают себе дорогу тяжело, признаются Соколовы. Но потомок ямщиков Константин не унывает и продолжает заниматься творчеством. Свою первую сказку про Ивана Дурака и царевну Соколовы издали 11 лет назад. В основе сюжета противоборство добра и зла, хороших и плохих героев. Сказки передавались из поколения в поколение, но основной сюжет и посыл всегда одинаковы – добро побеждает зло. Так в сказках народ кодировал свою мудрость. В Солнцеграде то веселье, свадьба, где новоселье. О победе все поют, в чем не сомневались тут, если весь народ сплочен. Вторая сказка рождалась в долгих творческих муках, признается автор. Сказка о славном чудном Солнцеграде, о рукодельнице Настасии, о молодом царевиче Павле рождалась почти 7 лет. Но это произведение, по мнению самих Соколовых, нравится читателям больше. Ведь смекалка и находчивость главного героя, царевича Павла, помогает защитить народ Солнцеграда от грозного войска и жениться на своей возлюбленной Настасии. Хотел бы, чтобы из сказок моих сделали и мультипликационный фильм, и спектакль, чтобы люди читали, жить было, чтобы интереснее. Вот благодаря этой цели я наверное, и пишу. Сказка «Ложь». Давний намек. Добрым молодцам урок. Сказки Константина Соколова по сюжетной линии всегда заканчиваются традиционно хорошим эпилогом. Ведь наш герой считает, что сказка – это добрый помощник не только в воспитании ребенка, но и самого себя. Ведь в реальной жизни всегда есть место удивительным событиям и чудесам.
Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск. Облик современного мира меняется каждый день. И сейчас век цифровизации и технологий, оформление документов становится все проще и легче. В госуслугах с 1 марта 2022 года стал доступен новый суперсервис рождения ребенка. Как реализуется новый вид и о его перспективах нам сегодня расскажут аналитик Центра «Мои документы» Александра Алексеевна и заведующая акушерским физиологическим отделением Алла Николаевна. Доброе утро. Доброе утро. Что за интересный сервис, да, собственно, есть уже опыт работы, вот, то есть практически год, да, соответственно, насколько популярен он сейчас среди людей и жителей вообще нашей республики в целом? Начнем с того, что такое суперсервис. Суперсервис – это значит комплекс услуг, которые можно оформить, не выходя из дома. Достаточно иметь только подтвержденную учетную запись от портала госуслуг. И, соответственно, рождение ребенка – это первые документы малыша. Сервис очень удобный тем, что им достаточно пользуются наши мамочки, тем, что это быстро, это удобно, и по части услуг не требуется подача заявления. То есть это все оформляется автоматически, первые документы. Угу. Соответственно, кто должен подать заявку? Это делает родитель или все-таки какое-то медицинское учреждение? Как происходит процесс вообще? Вообще Доброе утро. Процесс происходит для женщины очень легко. Изначально, когда человек родился, то медицинские сотрудники оформляют медицинское свидетельство о рождении электронное. Сразу женщине остается только проверить корректность персональных данных своих, дать имя ребенку, выбрать ЗАГС, в котором родители будут получать. Это свидетельство о рождении, бумажный вариант электронного свидетельства о рождении, и отправить отцу на согласование. После того, как отец согласовал, заявление поступает в обработку. То есть достаточно легкая процедура, да? Очень легкая. То есть не надо никуда теперь бегать, стоять или отсиживать в очередях, да? То есть все очень просто, да? Что потребуется родителям, да, чтобы воспользоваться суперсервисом? Как раз-таки сейчас сказали, требуется только подтвержденная учетная запись. При этом восстановить или подтвердить учетную запись можно в центрах обслуживания, в том числе в МФЦ, а также у нас в 7 медицинских учреждениях открыты центры обслуживания, чтобы в момент такой необходимости родители могли выполнить нужные им операции с учетной записью. И все, больше ничего не требуется. Очень интересная и полезная информация. Мы сейчас прервемся на новостной блок, ну а позже продолжим говорить с нашими утренними гостями на эту тему. Оставайтесь с нами. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Якутии дополнительно установят 11 стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На сегодня в регионе работает 121 комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД в Якутске, Мирном, Нерюнгре, а также на федеральных и региональных дорогах. В столице республики камеры фиксации нарушений есть практически на всех больших перекрестках и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Рубить нельзя, высаживать. Где же все-таки в этом вопросе поставить запятую уже несколько десятков лет решают коммунальщики Якутска, биологи и ландшафтные дизайнеры. Камнем преткновения в городе стали тольники, которые для озеленения начали высаживать еще в советские годы. Из плюсов – дерево быстро растет и борется с заболачиванием почвы, но есть и очевидные минусы. В первую очередь цветение и пух, которые образуются в начале каждого лета и причиняют неудобства аллергикам, а также быстрое старение дерева и его неэстетичный вид. Еще один плюс то, что они все-таки загораживают нас от пыли, от загазованности, да, тень создают хоть какую-то нам. А минусов полно. Они не очень декоративны. Все-таки наши местные ивы, при том, что в Европе, центральной части России есть очень декоративные ивы, но они просто бы не прижились бы в наших условиях ни за что. Еще какие минусы? Они очень быстро стареют, они очень быстро приобретают неэстетичный вид, у них начинают отмирать кроны и так далее. Ну и в целом у них, конечно, лед пуха семян, да, когда вызывает уже аллергию, и пыльца тоже сейчас как раз вот только что. С
Специалисты Национального архива республики провели мастер-класс по подшивке и оформлению архивных документов для делопроизводителей различных учреждений региона. Тренинг состоял из 5 этапов, где архивариусы пошагово объяснили принцип оформления и последующего хранения документов. Такая процедура необходима, чтобы в дальнейшем хранил и использовал документы архив предприятия. Отмечу, что мастер-класс посетили более 40 работников от 30 организаций. Однако это не единственное мероприятие, проводимое в рамках архивной недели. Архивное дело, оно непростое, оно вот такое скрупулезное, требует большого внимания и, скажем, такого бережного отношения к документам, ну и к информации, которая есть в этих документах. Ну и на самом деле, да, же архивы, они есть не только вот в архивах, есть в каждой организации, есть в каждой семье. И поэтому правильно подготовить их на государственное хранение, это вот тоже очень важное дело для формирования архивного фонда республики, ну и, соответственно, России в целом. Резидент IT-парка республики запустил официальный сайт национального праздника Эсех Туймады. На платформе доступна информация о программе празднования, движения общественного транспорта, фотоархив предыдущих лет и многое другое. Кроме того, на сайте предусмотрена возможность бронирования места в палаточном городке. В администрации Якутска отмечают, полная программа праздника будет размещена в ближайшее время. Напомним, Эсех Туймады состоится 24 и 25 июня в местности Усть-Хатын. Ипподром имени Свинобоева в местности Усть-Хатын готовят к празднованию Эсеха Туймады. Идут ремонтно-восстановительные работы. К грядущему торжеству на ипподроме подготовят скаковые дорожки для забега лошадей, установят тюсюльге и проведут другие работы. Всего на проведение скачек предусмотрено более 1 миллиона рублей. На эту сумму также будет организован праздничный банкет и культурно-развлекательная программа для ветеранов сельского хозяйства и работников сельхозпредприятий и фермеров. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела, ну а мы продолжаем говорить на очень интересную тему. Это суперсервис рождения ребенка. И до ухода на новостной блок мы говорили с нашими утренними гостями о том, что же это за услуга такая, как ей воспользоваться и, собственно, для чего она нужна. И сразу возникает вопрос, если вдруг мамочка, но не владеет, да, гаджетами, этими программами, или у нее нет возможности, допустим, да, этим заниматься, можно ли как-то этот процесс, ну, возможно, ускорить, либо воспользоваться помощью чьей-то? Да, конечно. В нашем центре есть отдел, который занимается помощью оформления документов для ребенка свидетельства о рождении. Женщина обращается в отдел еще находясь в больнице у нас или по выписке по телефону. Сотрудники отдела сопровождают получение, да фактически получение этого свидетельства о рождении. Да. То есть это можно сделать, находясь у вас в учреждении, да? Так это и делается. Так и делается. Да. То есть и даже если, допустим, потом она уезжает в другой населенный пункт, вы все равно можете проконтролировать, да? Да, мы контролируем, по телефону звонят, если какие-то возникают вопросы, непонятности. А что вообще входит в комплекс услуг суперсервиса? Это самые первые документы ребенка. Это, конечно, свидетельство о рождении, вот зеленое, да, свидетельство. Также входит автоматическое оформление СНИЛС и ННН и цифрового полиса. Электронно, полностью электронно, без необходимости посещения какого-то ведомства, либо МФЦ, можно оформить прописку ребенка. Это нужно для некоторых пособий и выплат. И также автоматически оформляются капиталы, если есть право, да. И, например, капитал «Дети столетия» — это всем детям, рожденным с 22 по 27 год, в Республике Саха-Якутия, им положен такой капитал, который придет автоматически, и можно уже начать распоряжаться, тоже в электронной форме. А остается ли возможность получить бумажное свидетельство о рождении? Или все уже вот у нас электронно? Может быть, для кого-то это принципиально важно? Некоторые люди вот даже праздники устраивают, когда получают первый документ ребенка. Бумажную копию электронного свидетельства семья получает в любом случае. Так что электронное свидетельство не отменяет бумажный вариант копии для нужд. Надо сказать еще, что когда женщине предстоит перелет с ребенком, то тогда мы в своем учреждении делаем копию электронного свидетельства, заверяем ее для того, чтобы она могла предоставить
на месте требования в порту. На регистрацию на документ. рейс, да. Еще я бы хотела добавить, что когда оформляется электронное свидетельство о рождении, вот то, которое зеленое, запускается сразу весь процесс автоматически, он оформляется в течение следующего рабочего дня, то есть буквально один день. При этом для того, чтобы получить зеленое, бумажное свидетельство о рождении, можно выбрать удобную дату и время, когда спокойно можно прийти в ЗАГС без очередей и запланировав время, да, свое. То есть все для удобства, да? Вот время все-таки идет, да, и мы идем много со временем. Спасибо большое. Мы надеемся, что эта полезная информация будет не только для родителей, которые уже вот готовятся, да, вот-вот стать мамой и папой. И мы очень верим в то, что это все-таки и в планировании семьи тоже будет очень полезной информацией. Ну а мы движемся далее. На прилавках магазинов появилась первая клубника. Несомненно, как и любая другая ягода, она обладает большим количеством витаминов и полезных веществ для нашего здоровья. Однако, по мнению врачей, ее могут употреблять не все. Чем же опасна клубника и кому нужно ее есть с осторожностью, расскажет наш доктор Татьяна Кехтер. Доброе утро! Клубника – красивый и вкусный диетический продукт и, несомненно, полезен, ведь она – отличный источник клетчатки, стимулирующий работу желудочно-кишечного тракта. Содержит мало калорий. В 100 граммах клубники всего 40 килокалорий. Отличный источник витамина С. Содержит большое количество железа, марганца. Активно помогает беременным, так как содержит фолиевую кислоту. Источник антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов и окислительного стресса. Они же блокируют образование раковых клеток и препятствуют распространению раковых опухолей. Однако во всем следует знать меру. Клубнику желательно не употреблять более 200 грамм в сутки. И лучший вариант – домашняя выращенная у бабушки клубника в деревне. Клубника нежелательна в рационе людей с заболеванием желудочно-кишечного тракта, а именно с повышенной кислотностью, а также людям с заболеванием почек и выделительной системы, особенно с циститом и пилонефритом, так как ягода является мочегонным средством и содержит много фруктовых кислот. Очень осторожным необходимо быть при наличии аллергии на компоненты в составе клубники, в том числе на пыльцу. Детям до 3 лет следует очень осторожно вводить клубнику в рацион, чтобы не спровоцировать диатез или дерматит. Будьте здоровы! Кто бы мог подумать, что та самая вкусная, сладкая клубника может быть, конечно, и опасной. Поэтому будьте внимательны, особенно это касается детишек. Контролируйте, ведь ребенок может съесть ее в большом количестве, и это может принести небольшой урон для организма ребенка. Но есть продукт, который, в принципе, может быть полезен всем. И с ним все намного проще. И, конечно, наш рацион невозможен представить без него. И это, конечно же, куриные яйца. И хотим отметить, что нет никакой разницы между белыми и коричневыми яйцами. Цвет скорлупы – это генетический признак. Он никак не влияет на питательную ценность, вкус и свежесть. И еще хотелось бы отметить, что при температуре ниже 6 градусов бактерии сальмонеллы не размножаются. В противном случае их количество увеличится. Обратите внимание, что яйца нужно хранить в холодильной камере не более 15 дней. И вот в этом случае они будут всегда полезны. Мы продолжаем наш утренний эфир и продолжим говорить про здоровье. Больше половины россиян ставит себе диагноз по интернету. Здоровье.mail.ru выяснил, как россияне заботятся о себе и в каких случаях обращаются к врачу и каких болезней больше всего боятся. Перейдем к статистике. Так, больше всего россияне боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. На 3-м месте серьезные ментальные расстройства, такие как деменция, клиническая депрессия и шизофрения. Редкие тяжелые инфекции и заболевания мочеполовой системы пугают одинаково, всего лишь по 7% опрошенных. И 5% опасаются осложнений гриппа и ОРВИ. ВИЧ-инфекции, передающиеся половым путем, страшат лишь 4% опрошенных пользователей, а 6% выбрали другое. Почему же люди гуглят диагнозы, а не обращаются к врачу?
59% опрошенных признались, что сталкиваются с необычными симптомами, первым делом ищут информацию о них в интернете. Только 22% записываются сразу же к врачу. Ничего не делают 12%, а 7% выбрали другое. Что касается тех, кто в первую очередь ищет информацию о симптомах в интернете, то 49 из них делают это лишь для того, чтобы узнать, насколько серьезна ситуация, и, исходя из этого, принимать решение о визите к врачу. 16% своими действиями пытаются заглушить сильную тревогу, и 14% ответили, что вовсе не доверяют врачам, поэтому и гуглят. 13% опрошенных пытаются самостоятельно разобраться в ситуации, чтобы обрести больше контроля над своим телом, а 8% выбрали иное. Вот такая интересная статистика. То есть люди все-таки чаще обращаются к интернету лишь для того, чтобы успокоить себя, если вдруг появляются какие-то симптомы. Движемся далее. Интересная тема для многих женщин. Дерматолог объяснила, кому нельзя делать ботокс и когда же ждать эффект. Ботокс стал излюбленной процедурой многих россиянок. Эффект абутулотоксина достигается за счет блокировки передачи нервных импульсов в мышцы. О противопоказаниях к уколам и результатах инъекции рассказала в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» дерматовенеролог Екатерина Шестак. Врач отметила, что этот продукт – самый изученный препарат в эстетической медицине. По последним данным, блокировка таким препаратом проходит за 30 минут. И рекомендуется совершать активные мимические действия, хмуриться для того, чтобы препарат сильнее подействовал и эффект был более выраженным. Но все равно о конечном результате процедуры нужно судить только спустя 14 дней после инъекции. Если эффекта по-прежнему нет, значит дозировка препарата была небольшой. В этом случае можно повторно обратиться к своему косметологу, советует Шестак. Среди противопоказаний к уколам ботокса относятся острые инфекционные заболевания, иммунодефицит, повышенная температура. Также ботокс ни в коем случае нельзя делать пациентам до 18 лет. А по мне так ботокс не нужно делать людям вообще и, наверное, после 30 лет. Вот мне кажется, ближе к 40 уже можно чем-то себе помочь. Ну а очень обидно, когда ты видишь совсем молодых девушек, которые сегодня, оно просто из-за того, что такая мода на дворе, просто все ходят исколанные. Конечно, это ответственность в первую очередь родителей, и совершеннолетие не есть, очень такой хороший показатель для того, чтобы я хочу, я делаю. Все-таки нужно знать меру и немножечко подождать. Красота натуральная, она всегда в цене. Ну и движемся далее. Говорим опять про здоровье. Названа самая полезная поза для сна. Результатами новой работы поделились ученые из Австралии. Сон на боку, в отличие от сна на спине или на животе, помогает работе глимфатической системы, которая выводит из ткани мозга токсичные белки. Этим может объясняться жизненно важная функция сна для всех живых существ, включая человека. С возрастом качество сна снижается, и риск заболеваний увеличивается. По неясным пока причинам лучше всего очищение мозга от мусора происходит во время сна на боку, в отличие от сна на спине или на животе. Кроме того, функцию глимфатической системы усиливает омега-3, жирные кислоты, умеренное употребление алкоголя и физические нагрузки. То есть, дорогие друзья, лучше спать на боку. Ну а у нас утренняя программа, поэтому предлагаем всем сейчас проснуться. И для этого обратить внимание сейчас необходимо будет внимательнее на экран. Потому что в сети нашли оптическую иллюзию, которая выявляет гениев. Хотите узнать, обладаете ли вы наблюдательностью детектива или блестящим умом прямо сейчас? У вас есть уникальная возможность. Новая оптическая иллюзия быстро стала популярной в интернете, потому что 7% пользователей соцсетей смогли увидеть подвох на картинке. Эта небольшая тренировка для ума поможет вам более продуктивно начать рабочую неделю, а также проверить, насколько вы внимательный человек.
Врачи и психологи рекомендуют на регулярной основе выполнять простые упражнения, позволяющие тренировать ваш мозг и развивать когнитивные способности. На первый взгляд картинка кажется обычной. На ней изображена пожилая женщина в шляпе. Вот мы сейчас видим. Она вытирает слезы платком. Но не зря это изображение названо оптической иллюзией. На ней что-то скрыто. Это может быть необычная вещь, другой человек или даже животное. Ваша задача – найти то, что скрыто. При этом на это выделяется всего 10 секунд. Говорят, что именно этого времени более чем достаточно для тех, кто обладает блестящим умом. Засекаем время и приступаем к поиску того, что скрыто. 10 секунд. Итак, правильный ответ. На картинке была спрятана собака. Она была скрыта у всех под носом, точнее, если быть точнее, на носу у женщины. Я думаю, теперь многие из вас увидели очертания собаки. Если вы убедились в том, что у вас блестящий ум, то, мне кажется, это такая замечательная тренировочка с самого утра. Вот такая незамысловатая картинка, возможно, способствовала тому, что сегодня вы проснулись, стали более внимательнее, ну и, собственно, возможно, сейчас за чашечкой кофе вместе со своей семьей вы, вот так немного поиграли. Кто нашел собаку, значит, у вас блестящий ум. Мы вас поздравляем. Движемся далее. Названы 4 способа избавиться от ипотечной квартиры. Об этом рассказали специалисты компании НДВ «Супермаркет недвижимости». Давайте узнаем, какие же это способы. Продать ипотечную квартиру россияне могут, погасив долг по кредиту в процессе сделки купли-продажи. Это должен сделать покупатель. Как уточнили специалисты, реализация этого варианта возможна только с согласия банка. Его дадут при условии дальнейшего полного погашения ипотеки. Продавец получает в банке выписку об остатке суммы выплат по кредиту и предоставляет ее покупателю. Заключив договор, покупатель перечисляет в банк, у которого квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток суммы стоимости квартиры. После регистрации, перехода права собственности и получения банком денежных средств он снимает обременение с квартиры, пояснили аналитики. Другой способ – это переоформить ипотеку на нового владельца. Тогда квартира перейдет собственнику с кредитными обязательствами и обременением, уточнили эксперты. В этом случае сделка состоится после того, как банк проверит финансовое состояние покупателя-заемщика. Кредитная организация в данном случае является стороной сделки, а продавец получает деньги за реализованную квартиру в размере разницы между ее стоимостью и остатком долга по ипотеке, рассказали специалисты. Третий способ – это продажа квартиры банком. Для этого финансовой организации нужно получить решение суда, в котором сказано о задолженности и просроченных выплатах заемщика. Такую недвижимость продают на торгах, а полученная от сделки сумма идет на погашение долга по ипотеке. Если по итогам расчетов у банка остаются свободные средства, то он перечисляет их на счет клиента-заемщика. Наконец, самый простой способ продать ипотечную квартиру – выплатить полностью кредит перед сделкой. Заемщик может сделать это как за счет собственных средств, так и за счет средств покупателя. Согласие банка на проведение такой сделки не требуется. Продавцу необходимо лишь уведомить организацию о досрочном погашении долга. Продолжаем делиться полезными советами. И сейчас наш следующий сюжет будет интересен садоводам-любителям. Поговорим мы сегодня про огурцы. Что нельзя сажать рядом с огурцами? 7 идеальных соседей и 4 нежелательных. Прежде чем высадить рассаду огурчиков на грядке или посеять семена, опытные огородники подбирают правильных соседей. От этого зависит здоровье и развитие посадок. Количество и вкус также будущего урожая тоже зависит от этого соседства. Давайте же разберемся и посмотрим следующий сюжет.
Лук. Взаимных противоречий у луковых и тыквенных нет. Наоборот, фитонциды, которые лук выделяет в почву и воздух, отпугивают вредителей. Но уплотненные совместные посадки нежелательны, поскольку незадолго до уборки урожая лук нужно прекратить поливать. Огурчики не смогут нормально существовать в таком режиме, поэтому лучший вариант – высадить их на соседних грядках. Горох и фасоль. Все бобовые обладают свойством связывать азот и накапливать его в корневых клубнях. Здесь микроэлемент хранится в легко усвояемой для растений форме. Поэтому высадка любых бобовых около огурцов очень полезна. Они получают усиленное азотное питание. Чеснок. Считается, что фитонциды, которые выделяет чеснок, препятствуют заражению и развитию бактериоза огуречных плетей, отпугивают тлю, медведку, других вредителей. Правда, если овощи высажены очень близко, есть небольшая вероятность того, что чеснок будет угнетать рост огуречных кустиков, поэтому оптимально высаживать их на соседних грядках. Капуста. Все виды капуст – хороший вариант, чтобы сажать по соседству рядом с огурцами. Крестоцветные и тыквенные хорошо уживаются. Кроме того, растения не конкурируют между собой, при этом они одинаково тепло- и влаголюбивые. Кукуруза. Огурчики и кукуруза хорошо уживаются и в уплотненных, и в соседских посадках. Они не конкурируют за питание, поскольку нуждаются в разном наборе питательных веществ. При совместной высадке прочные стебли кукурузы могут быть опорой для огуречных плетей. При этом растения хорошо себя чувствуют. Кроме того, такое соседство увеличивает урожайность обеих культур-компаньонов на 15-20%. Свекла – это нейтральное соседство, которое не несет ни пользы, ни вреда обоим овощам. Они нормально растут и развиваются один около другого. Листовой сельдерей хорошо уживается с тыквенными. Оба вида нормально развиваются. Сельдерей выделяет фитонциды, которые благоприятно влияют на развитие огуречных кустиков и отпугивает некоторых насекомых-вредителей. Что же нельзя сажать рядом с огурцами? Тыквенные. Растениям, принадлежащим к одному семейству, нужен похожий микроклимат. Их можно было бы высаживать по соседству, если бы не общие заболевания и насекомые-вредители. При поражении даже нескольких кустов инфекция быстро распространится на всю плантацию. И не следует сеять вместе несколько сортов огурцов, если предполагается последующий сбор семян. Помидоры. У томатов и огурцов разные условия развития. По этой причине выращивать эти культуры рядом, а особенно в одной теплице, не рекомендуется. Кроме того, у них есть общее заболевание фитофтора. Она может нанести непоправимый урон посадкам. Перец. Начинающие огородники сомневаются, можно ли сажать перец рядом с огурцами. Теоретически делать это можно, поскольку овощи не конкурируют между собой. Однако перец, как и томат, принадлежит к семейству посленовых, что определяет благоприятные для него условия. Они очень отличаются от тех, что нужны огурчикам, поэтому выращивать все посленовые, баклажаны, перцы, особенно картофель, около огурцов нежелательно. Пряные травы. Большинство из них окажутся плохими соседями, поскольку с сильным ароматом способны испортить вкус огуречных плодов. Не надо сеять около тыквенных тимьян, розмарин, базилик и другие. А вот укроп, руккола или мята могут соседствовать с огурцами. На вкус последних их аромат никак не влияет. Совсем скоро уже можно готовить летнюю окрошечку из своих, собственно, свежих продуктов. Огурчики с грядки, зелень с грядки, редис также. Ну и, конечно, основным компонентом в окрошке являются яйца. Интересные факты сейчас вам расскажу, да, возможно, кто-то не знает. Вообще для человека дневная рекомендуемая доза яиц – это 2 яйца примерно. Также, благодаря содержанию омега-3, цинка и витаминов группы В, а также йода, яйца улучшают настроение и помогают бороться с усталостью. Поэтому и рекомендуют есть на завтрак именно этот продукт. Ну а якутская птицефабрика – это, конечно же, знак качества всегда.
Мы сейчас поговорим о интересной экспедиции, которая прошла совсем недавно. Называлась она «Элияда». Открыла она свой летний сезон походом в село Еланка Хангаласского улуса. Помимо руководителя экспедиции Прокопия Наговицына и его юных участников, в поход также отправились и палеонтологи, любители из города Воронежа. Чем же они там занимались, узнала Виолетта Засимова. Палеонтологический поход представляет собой пеший поход до мест, где можно обнаружить окаменелые останки древних моллюсков и животных. В подобные походы ребята из экспедиции «Элияда» ходят регулярно. Этим летом сезон палеопоходов решено было начать с села Еланка. При этом к ребятам присоединились палеонтологи-любители из Воронежа Роман Калабин и Андрей Орлов. Случайно на форуме палеолюбителей увидел находку из Якутии и узнал у человека, нет ли у него таких ракушек. У него, к сожалению, их не было, но он мне дал контакт Прокопия Романовича. Вот, Прокопию Романовичу написал, и вот мы последние где-то около 2–2,5 лет, наверное, общались, переписывались, поддерживали связи, он мне там присылал небольшие подарки. Вот, и как бы так получилось, что все-таки привело к тому, что мы вот пригласил в гости, приехали наконец. Роман Калабин интересуется брахиоподами. Это древнейший тип морских беспозвоночных, возникший на Земле более полумиллиарда лет назад. Ребята из экспедиции «Элияда» он научил находить окаменелости брахиоподов буквально под ногами. И вот брахиоподу вот на обратном пути уже Роман нашел на тех местах, где мы не находили. Тоже очень близко, на берегу, где рыбатят, оказывается, можно находить вот такие уникальные вещи, брахиоподы. Ребята, в свою очередь, поделились опытом поисков ископаемых останков древних животных – мамонта, носорога, бизона и так далее. Несмотря на то, что юные участники экспедиции – это учащиеся 7–8 классов, у них уже достаточный опыт участия в подобных палеопоходах. Я участвую в экспедиции «Элияда» с 5 класса. Мне с детства нравится находить там разные ископаемые окаменелости и так далее. В будущем планирую быть ученым, такое проводить экспедиции и дальше увлекаться окаменелостями, находками и прочее. Палеопоход на Еланку обернулся уникальной находкой. Была обнаружена окаменелость археоциата из класса вымерших губок, предположительно нижнекембрийского периода. Фотографии находки были отправлены академику РАН Алексею Розанову, который попросил отправить образцы найденного археоциата для подробного изучения. После Еланки участники экспедиции вместе с гостями из Воронежа посетили еще ряд мест, как палеонтологического значения, так и туристические достопримечательности улуса. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Все ежемесячные выплаты участникам спецоперации будут предоставлять в денежной форме. В настоящее время ветераны боевых действий получают поддержку частично деньгами, а частично в виде набора социальных услуг, в том числе и бесплатными лекарствами, проездом в пригородных поездах, поездках на отдых в санатории и так далее. При этом и сейчас существует возможность перевести соцпомощь в реальные деньги путем подачи заявления. Но в ситуации нахождения людей на линии соприкосновения это почти нереально. Поэтому все ежемесячные выплаты участникам спецоперации планируют предоставлять в денежной форме. Пьянству бой объявили в Ленске. На официальном уровне полиция совместно с городской властью не просто закрывают, а полностью ликвидируют торговые павильоны, реализующие незаконно алкогольную продукцию. Уже третий торговый киоск с помощью эвакуатора демонтирован и вывезен с центральной улицы. Для ленчан не секрет, что в этой торговой точке под вполне безобидным названием «Колобок» продавали далеко не детскую продукцию. Напитки, содержащие спирт и зачастую детям. Естественно, товар был контрафактный, предприниматель не имел лицензии, а торговля шла круглосуточно, невзирая на закон, регламентирующий продажу алкоголя на территории Якутии с 14 до 20 часов. Киоск «Колобок» – это у нас не последний киоск. Таких еще порядка 4–5 по городу. И благодаря, наверное, вам я хочу, чтобы информация дошла до них, что и до них мы тоже обязательно доберемся. Потому что это требование к закону должно быть для всех. И зарабатывать на наших детях, на
нарушение закона не позволено никому. ИП Пшенникова, Пшенников, как бы там пытались противодействовать, это было и вчера в том числе, но тем не менее мы сегодня эту операцию совершили, сделали, и еще раз повторюсь, это ждет всех предпринимателей, которые незаконные действия совершают. Транспортная прокуратура по Нерюнгринскому району в ходе мониторинга сети интернет выявила 3 интернет-страницы с видеоматериалами, призывающими к зацепингу. Это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к нему снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Данные действия представляют угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетним, и нарушают правила безопасной эксплуатации железнодорожных подвижных составов. Размещенные материалы вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно допустимости противоправного поведения, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность, отмечают в ведомстве. В целях устранения допущенных нарушений транспортный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании выявленной информации, запрещенной к распространению в свободном доступе на территории Российской Федерации, и включении данной информации в единый реестр запрещенных сетевых адресов. Нерюнгринский городской суд удовлетворил административные требования транспортного прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению, доступ к запрещенным материалам ограничен. Новорожденный айхалец Тимофей Туманов стал 3000-м ребенком, рожденным в Якутии в этом году. Этот факт подтверждает свидетельство. Его вручили родителям малыша Нелли и Денису Тумановым. От имени Министерства труда и соцразвития республики с радостным событием семью поздравила глава поселка Галия Петровская. В семье также подрастает дочь Таисия. Оба родителя – сотрудники Алроса. Вестью о счастливом семейном событии поделилась мама ребенка. Для нас это событие было долгожданным, но когда позвонили с администрации, сказали, что наш ребенок именно наш 3000-й, для нас это было очень удивительное событие. Мы были удивлены, мы были рады. Спасибо администрации, спасибо Республике Саха-Якутия, то, что выделили именно нашего сыночка. Мы очень счастливы. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Еще одна замечательная новость. Со 2 по 4 июня на базе детского лагеря «Радуга» прошел Республиканский молодежный форум «Профстарт-2023», который собрал более 100 участников. Это молодые специалисты и студенты из разных отраслей и уголков нашей республики. Программа форума была насыщена лекциями, тренингами, практикумами, а также культурной и спортивной программой. И сегодня у нас в гостях его участники – это Эльвира Бендит и Николай Пудов. Доброе утро! Доброе утро. Расскажите нам, конечно, об этом замечательном мероприятии, как профсоюзный форум. Что это такое и как вы принимали участие в нем? Ну, вообще, я являюсь активисткой своей организации, состою в профсоюзном комитете, отвечаю за культмассовый сектор и также являюсь членом молодежного совета. И у нас была квота в культурной, выделили 7 квот. И благодаря своей активности, общественности я туда попала и благодарю за это Варвару Гаврилевну, своего куратора. Так, а в свою очередь Николай как попал на этот форум? Ну, в моем случае я также являюсь активистом, тоже член молодежного совета у нас у себя в предприятии. И так оказалось, что я единственный, наверное, специалист, член профсоюза молодежного совета, который еще не принимал участие. Поэтому меня выдвинули, и я не стал отказываться и принял активное участие в этом мероприятии. Ну, то есть логично, чтобы попасть на это мероприятие, нужно быть активистом. Все верно. И состоять в профсоюзе. Да. Все верно, надо быть членом. Членом профсоюза, да. Ну, а основная задача, наверное, это, конечно, командная работа, да, должна была быть. Мы видим, что у вас были там различные, тренинги, да, лекции. И вот что удалось вам за эти 3 дня? Получилось ли создать сильную команду? Ну, я думаю, да, потому что нас вообще разделили на 4 команды, по 25 человек в каждой команде было, с разных улусов, республик. И получается, благодаря, я думаю, хорошей организации нас сплотили, было очень много тренингов, нам даже не было времени отдохнуть, можно так сказать, да. В общем, очень была насыщенная программа, и благодаря этому конкурсов команда сплотилась. Так, а чем занимались-то? Эти команды. Ну вот, допустим, 3 дня.
У нас каждый день все было расписано поминутно, не чуть ли там. Были спикеры приглашены разные. Мы получили очень большой опыт, знания. Командная работа была. Разрабатывали проекты, участвовали в квиз-играх. Получали также, спикеры нам каждый час было распределено. Охрана труда, коллективный договор. То есть обучались разным семинарам, участвовали в конкурсах. И все это проводилось командной работой. И благодаря этому, когда мы думали, побеждали, команда у нас сплачивалась. То есть это все-таки был конкурс, да? То есть надо было выполнять некие задания и, соответственно, получить результат, да? Да. Кто из вас победитель? В какой команде состояли? Есть ли команда победителя среди вас? Наша команда из 8 конкурсов заняла 5 первых мест. Это первый конкурс «Визитка». Наша команда «Орлы». Мы несли патриотическое направление, потому что мы вытянули перед началом конкурса. У нас был конкурс этих проектов, и мы по молодежному разделу «Молодые патриоты» должны были защитить проект. Первый конкурс был «Визитка», второй конкурс был «Квиз-игра». «Мисс и мистер» мы тоже заняли первое место. Также перетягивание каната. Да, сплотили. Вот нашу команду сплотил конкурс перетягивания каната. На самом деле наша команда, если так взять удельный вес, да, скажем, были самыми маленькие, небольшого роста такие, да. По сравнению с этим у нас команда была единая, и поэтому, нам кажется, выиграли. И это нам дало толчок прям такой, что благодаря этому мы сильно-сильно сплотились. И на второй день при защите проектов мы всех выиграли. Выиграли, мы победили как лучшая команда. Нам подарили приз фотосессию на 10 тысяч в студии. Вот так, да? Почему бы и нет, да? То есть пойдете, нафотографируйтесь, оставите себе это на память, да? А вообще, насколько активна молодежь ваших коллективов, да? Вот охотно ли люди молодого возраста идут в профсоюзы? Ведь существует такое некое стереотипное мышление, да, что профсоюзы это все примерно ушло вместе с нашими бабушками, дедушками, мамами и папами. Вот, а вы, в принципе, представители молодого поколения и являетесь членами профсоюза. У нас в нашем предприятии АО «Сахатранснефтегаз» достаточно активно принимает участие наша молодежь. Вот как я ранее уже сказал, что я был единственным членом профсоюза, кто не принимал участие в данном мероприятии. Соответственно, это само собой говорит о том, что наши члены профсоюза молодежного совета участвуют везде. У нас все благодаря, наверное, сходится тому активу, который создает план, придумывает мероприятия. И благодаря этому молодежь, у нас вообще благодаря нашему активу 100% почти членство, и каждый вносит свою лепту. У нас в основном организация, где, можно сказать, даже 50% состоит из молодежи. Молодежь. Да, есть свои традиционные мероприятия, которые мы ездим в различные организации и сплачиваем друг друга. Какие-то, может быть, приобрели навыки, возможно, получили новые эмоции за эти 3 дня форума. Помимо того, что, конечно, подружились с другими общественниками, активистами, да, с улусов. Какие-то личные качества приобрели? Конечно, вообще был колоссальный опыт получен, потому что были приглашены спикеры не только с Республики Саха-Якутия, но и из Башкирии, Анастасия Руслановна, да. И также с Дальнего Востока, да, Саенко Максим. С Министерства труда очень много было семинаров, где многие узнали свои права, также некие коллективы, разделы в коллективном договоре, некие также плюшки, которые мы можем получить. Был получен колоссальный опыт в плане и охраны труда, и колл-договора. Но я для себя много чего узнала. А Николай? Да, действительно, спикеры у нас были мощные. Как сам процесс подачи материала у них был очень замечательный. Я подчеркнул для себя, что обучение можно получать не скучно лекциями, а играми. В частности, Анастасия Руслановна очень хорошо преподает, подает материал, обучает. И самое главное, меня взяли в кадровый резерв.
Вот, Меня так тоже вот, да. взяли, да, стратегический резерв, где мы можем дальше себя показать Да, уже проявить. не в республике, а в другом городе. И было видно, что вот, да, молодые специалисты, ребята с других отраслевых профсоюзов прям активно все участвовали. Зал был переполнен. Я на самом деле был удивлен, да, насколько активные ребята у нас есть. Как бы благодаря вот таким мероприятиям мы поняли, что у нас как бы молодежь очень активная, и есть можно будет к кому обратиться, кадровый резерв хороший будет, и действительно мероприятие очень такое замечательное. Замечательно. Ну а если, допустим, сейчас говорить о том, что, ну вот, что это принесет вообще человеку, если он вступит в ряды профсоюзов, да? Ну, мероприятие, это понятно, у вас, то есть рабочие будни у вас превращаются, да, немножечко как-то в праздник, да, вот и благодаря тому, что вы состоите в профсоюзных организациях, да? Вот. То есть постоянно какая-то ответственность, да? Ну вот молодежь сегодня сидит и думает, да зачем эти профсоюзы, к примеру, да? Или все-таки думают, ой, я тоже хочу, вот посмотрев на Николая и Эльвиру, хочу попасть в профсоюз. Ну, я думаю, в первую очередь, это, конечно же, защита прав работника, потому что, состояв в профсоюзе, ты будешь уверен, что ты защищен. Вот. Ну, это, конечно, защита интереса, прав членов профсоюза в первую очередь идет. То есть человек должен быть грамотным и знать свои права. Да, ну и плюс ко всему, да, вот вы правильно заметили, что сейчас есть такая тенденция, да, что профсоюз, молодежный совет — это вот для организации мероприятий, каких-то спортивных конкурсов. Не надо забывать, что вот, как заметила Эльвира, да, это защита прав, интересов работников. И самое основное, что дает профсоюз, правком, это объединение вот работодателя с работником. Некая такая связь, которая дает именно консенсус и для общения, и чтобы для принятия И для решений. сплочения коллектива, в первую очередь, конечно. Благодаря всем этим мероприятиям коллектив сплачивается. Спасибо большое, ребята, что посетили наш утренний эфир. Образцово-показательный. Мы рады, что есть такая талантливая, активная молодежь в нашей республике. Ну а мы желаем всем прекрасного, доброго утра. Увидимся завтра.